Вова, снимите спектакль. Я все буду снимать. Надо человека найти, кто снимет аудио. Просто на iPhone идеальный вообще вариант. Потому что камера звук не очень, я буду потом монтировать как бы дорожку отдельно и видео отдельно. Если есть место у вас. А я просто сюда положу.
Hare
Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашем очередном фестивале, который называется Нитай Фест. Большое спасибо всем вам, что вы решили провести этот вечер с нами. Особенно приятно видеть всех, а особенно новые лица. Люди, которые нам доверились, послушали и все-таки решили к нам прийти сегодня вечером. Спасибо вам огромное. Меня зовут Настя. Мое духовное имя Вриндавати Гопи. Если вам вдруг в течение фестиваля что-то понадобится, и я смогу вам как-то помочь, я буду этому очень рада. Итак, во-первых, хотелось бы поблагодарить нашу прекрасную Кариночку, которая вот уже покинула нашу сцену импровизированную, такую небольшую, которая сегодня исполнила для вас киртан. Для тех, кто первый раз, киртан — это песнопение, когда есть ведущий и когда все за ним повторяют. То есть ведущий поет некоторую часть, и мы точно так же в основном так поют мантры, да, или какие-либо молитвы. Вот. Поэтому в следующие разы, когда вы увидите здесь ведущего, который будет петь, вы также можете вслед за ним повторять точно так же, стесняться не надо, вас все равно не слышно. Вот, поэтому петь мантры очень благоприятно, и вы можете это почувствовать на себе, испытав это на практике, чего я вам, собственно, и желаю. Сейчас разрешите, пожалуйста, узнать, есть ли здесь ивритоговорящие гости. Аим еш мишу шемедабер рак иврит вело мивин русит. Окей. Я буду периодически задавать залу этот вопрос, чтобы у нас не было гостей, которые не понимают, что происходит. Тогда я буду вкратце переводить все сказанное на иврит. Ну, а мы продолжаем наш вечер на русском языке пока что, да? Итак, разрешите, пожалуйста, огласить всю нашу программу для начала. Вслед за моим вступительным словом мы пригласим на эту сцену Лиет,
педагога по йоге, которая проведет с вами небольшой экскурс в этот прекрасный мир под названием йога. Я думаю, что она более подробно там в каких-то 2 словах об этом больше расскажет во время своего выступления. Конечно же, вы все приглашаетесь участвовать. Далее после этого баджан, который исполнит Вишакха Матаджи. Баджан — это индийское песнопение священное. Также, как и в киртане, там поет ведущий, и после этого будут слова проецироваться на стену, и вы сможете подпевать. А кто не хочет подпевать или не может, может просто закрыть глаза и послушать. После баджана вашему вниманию будет представлен моноспектакль. После этого будет еще один баджан в исполнении Врикодара Прабху. После этого вас ожидает сюрприз, один из сюрпризов вечера. Это огненная пуджа, о которой я расскажу более подробно позднее. Далее мы поприветствуем наших новых гостей. Также вас ждут сюрпризы, дорогие наши гости, которые сегодня в первый раз. После приветствия новых гостей мы послушаем лекцию наших дорогих гостей. Это Чандра Свами Махарадж, духовный учитель, и Навина Нарада Прабху, который также посетил Израиль. В последнее время он находится в Израиле. И после этого зажигательный киртан, самое сладкое, самое вкусное, как всегда напоследок. Не пропустите, это будет неповторимо. Ну что ж, также мне важно вам сказать, что на крыше, если вы подниметесь, там есть буфет. На нашей вечере действуют 2 буфета, один платный, где вы можете приобрести бесподобные торты, а также бесплатный, если вдруг вам все-таки хочется сладенького, с чаем вы можете также присоединиться к тем, кто уже его посещает. Также у нас действует магазин этнической одежды. Есть также детская комната. Здесь я никого не вижу с детьми, они, наверное, уже там. Есть также у нас комната, дорогие девушки-красавицы, где можно будет примерить сари. Вам для этого абсолютно ничего не нужно, только встать, переместиться вправо. Там вы обнаружите комнату, где вас полностью преобразят, и вы сможете еще больше прочувствовать на себе всю атмосферу праздника. Гопи Дотс — это такие волшебные красивые рисунки на лице, которые будет исполнять у нас на лицах, рисовать Према Матаджи. Она вскоре... Где у нас Према Матаджи Яна сидит? Да, вот видите, здесь расстелен уголочек. В скором времени там появится такая прекрасная наша Према. Ее невозможно не узнать, то есть это вся красота, которую только можете себе представить, это будет вот Према наша. Поэтому обращайтесь туда. Будет возможность не только выйти красивой, но и полюбоваться. И мехенди — это такие рисуночки хной, которые делаются на руках или на ногах, вот, и которые какое-то время не смываются, но это очень-очень красиво, и это тоже очень позволит вам почувствовать атмосферу праздника. Ну, вот, наверное, и все. Да? Вот еще маленькое объявление. Обычно нам принадлежит весь этаж. Сегодня мы чуть-чуть скромнее. Вот та комната, которая слева, туда лучше не ходить. Вот. То есть все, что там, и все, что наверху, все это принадлежит сегодня фестивалю, и вы можете там погостить. Ну что ж, я, наверное, немножечко вас утомила своей персоной. И мы приглашаем Лиет, для того, чтобы она вас своим волшебным искусством педагогики и чувствования йоги взбодрила. Конечно. Здравствуйте. Для йоги нужно чуть-чуть больше места, поэтому я буду здесь. Добрый вечер. Очень рада вас всех видеть. Здесь есть кто-то, кто никогда не занимался йогой, никогда не пробовал? Очень мало. Все как-то знакомы. Хорошо, тогда слишком длинных видений я делать не буду. Мы сразу погрузимся в медитацию. Пожалуйста, сядьте удобно.
Сядьте так, как вам удобно, с прямой спиной. Руки на коленях. Прикрытые глаза. Послушайте свое дыхание. Услышьте свое биение сердца. Услышьте свой вдох и выдох. Позвольте вдоху подняться по позвоночнику до макушки. Проследите внутренним взглядом от копчика до макушки. Со вдохом путь вверх, наполнение, вытягивание. И с выдохом от макушки до копчика встречный поток из бесконечности приходит в макушку и уходит из копчика тоже в бесконечность. Почувствуйте как бы петельку из макушки. И за эту петельку невидимая, очень сильная рука подтягивает вас вверх постоянно. Не сильно, но постоянно воздействует на позвоночник, на все тело, растягивает вверх. Медленно приоткроем глаза. Можно почувствовать, как атмосфера немного изменилась. Давайте встанем на ноги, продолжим в вертикальном положении. Большие пальцы ног вместе. Очень рекомендуется снять носки. Это не обязательно, но желательно. Небольшое расстояние между пятками. Плечи опущены вниз и назад. Восстановите ощущение петельки из макушки. Восстановите визуализацию сильной руки, которая подтягивает вас постоянно вверх. Внешняя сила постоянно тянет нас вверх. Подчиняясь этой силе, пятки отмыкаются от пола, приподнимаются вверх. Немножко приподнимитесь на носках. Пятки в воздухе, позвоночник длинный, прямой. Длинная, ровная, прямая линия. За макушку нас тянут вверх. Прочувствуйте это. Если вы уверены в своем равновесии, можно слегка прикрыть глаза. Медленно пятки вниз, но не касайтесь пола. И со вдохом опять вверх нас вытягивает. Выдох. Немножко отпускает. Еще вдох. Хорошо. Выдох.
Со следующим вдохом еще выше, за макушку. Выдох. Последний вдох. Вытягиваемся высоко-высоко. Выдох медленным, контролируемым движением. Пятки на землю. Хорошо стоять на всей ступне. Носочки слегка в стороны. Пятки вслед за ними. Ноги на ширине бедер. Можно прикрыть глаза, слегка подать вес тела вперед, а теперь слегка назад. Почувствовать центр тяжести, который перемещается вперед и назад. Игра со своим весом, игра с силой тяжести, с гравитацией. Максимально вперед, так, чтобы не упасть. Максимально по возможности назад. Концентрация. Почувствуйте, что говорит тело. Почувствуйте, как центр тяжести качается туда-сюда. И нас все еще продолжает вытягивать вверх. А теперь вес тела влево. Очень медленно. И медленно вправо. Погрузитесь в свои ощущения. Ощущения в ногах. Продолжаем дышать медленно и глубоко. Продолжаем двигаться плавно. В следующий раз, когда вес тела перейдет влево, расправьте пальцы левой ноги, расправьте подушечки левой ступни и позвольте правой ноге отпустить землю. Слегка приподнимаем правую ногу вперед. Слегка. Левая нога сильная, равновесие. Таз расположен над левой ногой, пупок над тазом. Середина груди над пупком, макушка над серединой груди. Одна ровная вытянутая линия, нога в воздухе. Медленные круговые движения ногой наружу. Вниз, внутрь, наверх, наружу. Прямая нога. Держите равновесие. Вы растянуты между сердцем Земли и сердцем Вселенной над макушкой. Чувствуйте, как вас тянет вверх. Это мощная внешняя сила, которая заинтересована в вашем росте. Продолжаем. Еще 2 кружочка. Последний круг. Нога на землю. Ноги на ширине бедер. Вес вправо. Расправляем пальцы правой ноги, подушечки. Вот так вот правой ногой. В стороны все пальцы. Укореняемся правой ногой. Левая отпускает землю. Ровная длинная линия от правой пятки до макушки и выше вверх. И кружочки левой ногой в сторону наружу. Держим равновесие. За макушку вытягиваемся вверх. Не стесняйтесь описывать широкие круги. Нога прямая, натянутая. Хорошо. Правая нога включена, работает. Если она дрожит или нагревается, это хорошо. Это знак, что происходит возгонка энергии. Последний кружок. Нога на землю. Центр в центр. Последний раз. Вес влево. Правая нога отпускает землю. И теперь мы закрываем. Нога в сторону, вверх, внутрь, вниз. Продолжаем.
Вытягивайте ногу. Ощущаем, как левая нога работает столбом, а правая нога работает в суставе. Пожалуйста, очень внимательно к ощущениям своего тела. Все время спрашивайте тело, что оно ощущает. Достаточно, нога на месте. Вес вправо, плавно и медленно. Левая в сторону. Круги наружу, вверх, внутрь, вниз. Правая нога сильная, держит. Левая не встает на землю. Позвольте ей описывать круги. Не используйте ее как поддержку. Но достаточно правой. Достаточно. Нога на землю. Вернемся в центр. Прикроем глаза. И опять почувствуем силу, которая вытягивает нас вверх. Последнее упражнение на равновесие. Вес влево. Правая нога согнутая в колене. Беремся за нее правой рукой под колено. И начинаем медленно наклонять корпус вперед. Правая пятка близка к ягодице. Подберите правую пятку к ягодице. Наклоняйтесь настолько, насколько это удобно. Левая нога работает, правая подобрана. Держимся, держимся еще чуть-чуть. Достаточно выпрямиться. Медленно нога на место. Включили левую сторону, вес вправо. Левая нога согнута в колене. Захватываем левой рукой. Начинаем плавно наклоняться вперед. Подберите ногу настолько близко к груди, насколько это возможно. Пятка настолько близко к бедру, насколько возможно. Спина прямая. Держим еще чуть-чуть. Достаточно, корпус вверх. Освобождаем ногу. Носочки вместе, пятки вместе. Руки сложены у груди, у сердца. Прижмите большие пальцы к грудной кости. Все пальцы вместе. Расслабьте локти, плечи назад. Прикройте глаза. И вновь почувствуйте эту силу, которая вытягивает нас вверх, зовет нас вверх, расти, развиваться. Вдох от пяток вверх до макушки и дальше. Выдох сверху из бесконечности, через макушку, через все тело, в пятки. Выводим выдох через пятки вниз. Дыхание глубокое, медленное. Потихоньку. Сохраняя память об этой силе, которая тянет нас расти. Потихоньку откроем глаза. Скажем спасибо за дыхание, спасибо за рост, спасибо за все возможности роста, которые мы получаем. Спасибо вам. Приятного вечера. Конечно же, я слышала, да. Прекрасно, что вы опередили меня. Значит, искренне от сердца вы благодарны ли? Я просто не могу не поделиться своими переживаниями, когда я слышу, как Лет преподает, я понимаю, что поэтом можно быть в любой области. И это можно видеть на стиле преподавания Лет в йоге. Это просто потрясающе. Вместо того, чтобы сказать просто там, не знаю, растяните полностью свое тело от низа кверху, она говорит,
от центра Земли до центра Вселенной, и как такое можно придумать, я не знаю, это просто талант. Итак, мы продолжаем дальше наш вечер. И сейчас снова нас ожидает погружение в медитацию, в музыкальную медитацию, в медитацию на звук. Мы знаем, что звук — это самая большая сила во Вселенной. Звуком можно убить, звуком можно оживить. Мы предпочитаем оживлять. Поэтому следующим номером у нас Вишакха Матаджи, который исполнит баджан. Этот баджан называется Нрисимха Пранама, и это защитная молитва. Очень благоприятно петь ее каждое утро и каждый вечер. Сейчас, если вы, даже не понимая слов, хотя у вас там есть перевод, и это прекрасно, но даже не понимая слов, эта мантра действует. От кого же она нас защищает? Мы все знаем, что обычно нам нужна защита от внешних каких-то обстоятельств, но также многие из нас знают, что есть внутренние враги, да, которые препятствуют нашему внутреннему росту. Так вот эта мантра, она защищает как от внешних врагов, так и от внутренних. Я приглашаю вас присоединиться к ее воспеванию. Опять же, Вишакха Матаджи начинает, а мы за ней повторяем все точно так же. Yeah.